Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Из Украины в Казань прибыл второй большой эшелон с вынужденными переселенцами. Разрушили все, что было, все отбили украинские армии, разбивали. Разбивали все живое, людей, все подряд. Где их разместят и какую поддержку окажут, расскажет Алия Хайрудинова. Подрядчиков определят в течение нескольких недель. Сами работы начнутся в начале мая. Выделена сумма 2 миллиарда 440 миллионов. И будет отремонтирована эту сумму 166 квартирных домов. В каких домах в этом году начнется капитальный ремонт и где установят газоанализаторы, выяснила Юлия Гоголева. Здесь на свет появляются 250 тысяч гусят за сезон. Предварительно в шкафу закладываем яйца. Вот с этого начинается работа. Как в условиях экономических санкций работают татарстанские птицефабрики, расскажет Вероника Гайнудинова. Четверть века они открывают новые таланты. Какие коллективы стали обладателями гран-при конкурса «Страна поющего соловья» и как прошел юбилейный гала-концерт, Филюза Хамидуллина. За эти выходные в Казань прибыли почти 1000 вынужденных переселенцев из Донбасса. В субботу встретили 502 человека, в воскресенье 486. В Татарстан они добирались на поезде. Среди переселенцев много детей, пожилых и инвалидов. Вновь прибывших разместили в санаториях и хостелах Казани. В ближайшее время детей распределят в школы и садики, взрослым помогут трудоустроиться. Какими были последние дни в Мариуполе, что помещается в одну дорожную сумку переселенцы и почему российских военных вспоминают с особыми чувствами, расскажет Алия Хайрудинова. Даем команду на убытие и самостоятельно уже не в составе колонн по одному. До прибытия второго эшелона с вынужденными переселенцами в Казань меньше получаса. На перроне спасатели, росгвардейцы, медики и волонтеры. Они знают, едут дети, пожилые, есть и раненые. Для тех, кто не может передвигаться самостоятельно, готовы коляски. Они сразу, как только мы их встречаем, особенно бабушки, дедушки, они сразу раскрываются, они рассказывают нам, какие-то истории. Спасибо, дорогой. Спасибо вам. Это второй большой состав за последние 2 дня. Из Мариуполя и городов Донбасса прибыли 486 человек, из них 112 дети. Многие пожилые ограничены в движении, их до автобусов сопровождают волонтеры. Память о мирной жизни у многих поместилась в дорожную сумку. Выживших четвероногих друзей тоже не бросали. У многих на руках собачки. А мама с дочкой привезли сразу 3 котов – Тайсона, Тимофея и Симбу. Все, что осталось от двухкомнатной квартиры в Мариуполе. Макаренко. Страх за свою жизнь и жизнь близких, неизвестность, отсутствие воды, еды, постоянные обстрелы и ночи в подвалах. Сейчас все это для прибывших переселенцев осталось в прошлом. Всех разместили в санатории Ливадия и казанских гостиницах. Схема отработана. Расселяем всех. Пункты временного размещения. 5 человек сразу везем в больницу. Дальше по обстановке все пункты снабжены. Сейчас приедут сразу горячее питание, им будет предоставлено. Вещи, некоторые, без вещей прям-таки. Средства личной гигиены. То есть все организовано. Вероника, Славик. Вероника девочка, да? Да. Я. Они устали. Позади несколько суток в поезде, но каждый хотел рассказать свою историю. Кого потерял, через что прошел и как к ним относились российские военные. Дорога была тяжелая. Ровно месяц мы как без квартиры. 3-комнатную потеряли, сгорели, разбили. 1 комнату сгорела, разбили. Дом разбили, загорело, ничего не осталось. Вот наши сумки, все. Когда говорят, как их спасали российские военные, у мариупольцев слезы на глазах. Спасибо им большое. Если бы не они, мы бы здесь не стояли. Они нас спасли. И тут к супругам-переселенцам подбегает женщина и тоже со слезами начинает обнимать. Их здесь ждали родственники. Все разговоры о том, что пережили. Все разрушили, все, что было, все отбили украинские армии, разбивали. Все разрушало. Разбивали все живое, людей, все подряд. Расстреливали своих людей, свои дома. Это фашисты. Фашисты, это азовцы. Батальон Азов, именно Азов. Это ужас. Им приказывали убивать мирное население, разрушать весь город. Они так и сказали, нам приказали. Мои соседи там много погибло под завалами. Некоторые просто даже не уходили.
А некоторые не успели. Ну, со мной соседка, она вышла за водой, а в это время удар. И ее муж сам, наверное, под завалами остался. Отец умер. И даже достать его не смогли, лестничный проем упал. Спасибо, что приняли. Спасибо. Слово, которое на вокзале звучало чаще других. Его произносил каждый. Бункер, люди, местные помогли. 2 недели жили там, потом с горем пополам вырвались. Российские солдаты как Российские там? Отлично во всем помогли. По поводу еды, по поводу воды, по поводу всего отлично помогли. Спасибо вам всем большое, ребят. По решению правительства России Татарстан должен был принять 1020 вынужденных переселенцев. Они приехали. Если потребуется еще, количество мест готовы увеличить, сказал первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Многие уже хотят здесь остаться. Более 400 предприятий готовы предоставить рабочие места. Спасибо огромное. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань. Семьи татарстанских военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, получат дополнительную материальную помощь от республики. Размер единовременной выплаты – 2 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал президент Рустам Минниханов. Как отмечают в Казанском Кремле, это станет дополнительной финансовой поддержкой тех, кто потерял близких, героически отдавших свой долг Родине. Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, всем членам семей военнослужащих, погибших на Украине, будут перечислены 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также предусмотрена ежемесячная компенсация каждому члену семьи погибшего. Переселенцы из Донбасса уже разместились в Казани и Набережных Челнах. Утренние совещания главы городов начали с этого вопроса. Мэр Казани призвал городские предприятия поспособствовать в трудоустройстве прибывших, а бизнесы всех неравнодушных казанцев оказать гуманитарную помощь. Информация о том, чем и как можно помочь, размещена на сайте «Добрая Казань». В Челнах переселенцев разместили в санатории «Жемчужина» и общежитии КамАЗ «Жилбыта». Мэр Автограда также поставил задачу обеспечить достойные условия их проживания, оказать моральную и финансовую поддержку. Как сообщил Наиль Магдеев, он лично внес в фонд поддержки вынужденных переселенцев 50 тысяч рублей. На сегодняшний день самое главное – обеспечить жизненные потребности этих людей. Спасибо нашим коллегам, предпринимателям из отелей «Нагай», «Корстон», «Мираж», «Ромада», «Мариот». Они организовали первичную помощь и обеспечили всем необходимыми средствами гигиены, предоставив шампуни, зубные щетки, мыло. Сейчас важно максимально быстро помочь им обрести не только покой, не только благоустроенные условия проживания после того, что они пережили, но и в том числе организовать помощь в их трудоустройстве. На промышленных предприятиях Нижнекамска пока не планируется оптимизация и сокращение рабочих мест. Сейчас компании ищут новые рынки сбыта своей продукции. Об этом рассказал руководитель исполкома района Рамиль Мулин на деловом понедельнике. Также он сообщил, в городе по поручению Рустама Минниханова создан оперативный штаб. Проводятся встречи с бизнес-сообществом. Сейчас есть список из 15 предложений для вынесения на уровень правительства. Это льготное кредитование, борьба со спекуляцией, отмена транспортного налога грузоперевозчикам и другие. В свою очередь Рамиль Мулин назвал сильной стороной Нижнекамска сырьевой ресурс промпредприятия. Все же необходимо рассмотреть иные возможности для развития бизнеса. Это сферы строительства, авиапром, машиностроения и другие. Здесь очень важно нам сохранить стабильность. Бизнес переформатируется тоже, хотя достаточно сложно, но ряд возможностей, которые сегодня представляет федеральный центр, республиканский центр, они позволяют сегодня решать эти вопросы. В условиях экономических санкций одной из наиболее уязвимых отраслей АПК стало птицеводство. В начале марта Ассоциация производителей индейки обратилась в Минсельхоз страны с просьбой о поддержке, так как основные поставки племенной продукции и инкубационного яйца приходятся на зарубежные страны. Как ситуация повлияет на птицеводческие хозяйства в нашей республике? На гусиной ферме побывала Вероника Ганудинова. Эти гусята только вылупились. Птенцам помогают освободиться от скорлупы и отправляют в сухое помещение. Это своеобразные птичьи ясли. Здесь за ними ухаживают и кормят. Каждые 2 дня в хозяйстве вылупляются несколько тысяч птенцов. Со склада отправляем в каждый инкубатор по 5-6 тысяч яиц. Вылупляется уже по 4-4,5 тысяч гусят. В инкубаторе сейчас 22 специальных шкафа. В конце февраля в них через день помещают яйца. Здесь они находятся 27 дней в особых условиях, как под крылом у мамы. Во время закладки 37,8 температура, а влажность уже идет 30%. Вот от этого начинается. И уже по графику меняются они. Температура понижается и влажность тоже понижается. 28-й перевод сюда.
выворотные шкафы. И 29-й день тот стоит еще, и на 30-й день уже берем вот это уже 30-й день после закладки. Атабаевская птицефабрика – одна из крупнейших в республике. Предприятие работает с 60-х годов. Раньше здесь выращивали уток, постепенно перешли на гусей, потому что их охотнее покупают и выращивание менее затратно. Абсолютно все это, как вы видите, под СССР. Данный шкаф 1973 года. Все комплектующие здесь произведены в России. Всегда можно в любое время заменить. На фоне санкций и ограничений переживаний нет, говорят на птицефабрике. Оборудование в отличном состоянии, все запчасти можно найти. В хозяйстве 10 тысяч гусынь. Каждая может отложить по 50 яиц в сезон. У нас все совершенно российского производства. Яйцо, в частности, мы покупали в Башкирии, покупали в Мариэл республике. Корма у нас собственного производства. БМВК мы тоже закупаем в Российской Федерации. Это нужно для успешной селекции. Сейчас в агрофирме начинается сезон. Появятся на свет 250 тысяч птенцов, которые купят фермерские и личные подсобные хозяйства республики. Здесь, уверены, спрос будет выше в связи с экономической ситуацией. Вероника Гайнудинова, Рани Абдрахманова, Ленар Хузахметов, ТНВ, Лаишевский район. Сетевые магазины Казани планируют снять ограничения по продаже товаров в одни руки, так как спрос на них начал стабилизироваться. Мэр Казани на деловом понедельнике призвал жителей сохранять спокойствие и не скупать с полок магазинов сахар и другие товары. В распределительных центрах товаров первой необходимости закуплены как минимум на месяц вперед. Сахарный песок, соль и мука в достаточном количестве есть в каждом магазине. Мэр Казани сегодня поручил продолжать мониторить цены в торговых точках и проводить сельхозярмарки. В Минсельхозе Татарстана подвели итоги прошедших в республике сельхозярмарок. Они состоялись на 15 площадках Казани, в Зеленодольском районе, Набережных Челнах. За 3 ярмарочных дня было завезено 300 тонн сахара, и он продан полностью. Также около 200 тонн муки и картофеля, более 700 тысяч штук яиц. Каждую неделю свою продукцию предоставляют предприятия и около 2000 республиканских фермеров. Ярмарки будут проводиться еженедельно по субботам до 23 апреля включительно. В Казани на этой неделе откроется единый туберкулезный диспансер. Сегодня Рустам Миниханов осмотрел новое здание. В поликлинике разместят детское и флюорографическое отделение, службу амбулаторной эндоскопии, диагностические кабинеты и лаборатории. Президент осмотрел будущие диспансеры и пообщался с сотрудниками. По словам главврача, клиника будет принимать ежедневно до 680 пациентов. Они смогут за один день пройти весь диагностический цикл. 5-этажный корпус полностью готов к работе. Рустам Миниханов отметил, здесь самое современное оборудование, и было правильным решение все разместить в одном месте. Здравствуйте. Как устроились? Спасибо, очень хорошо, очень комфортно. Природа какая у вас. Да. Наш хирург, который принимает наших пациентов. Консультируем, перевязки делаем, смотрим. Так, приборы есть, все есть. Приборы необходимы для работы. Устроились. Из-за подорожания стройматериалов стоимость капитального ремонта может вырасти на 25%. Эту цифру сегодня озвучили на совещании в мэрии Казани. Здесь обсудили программу капремонта на этот год. Новый строительный сезон начнется в мае. Только в Казани планируют отремонтировать 166 многоэтажек, 29 из которых обновят комплексно, включая кровлю, фасады, систему отопления и подвалы. На работы из бюджета выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Хватит ли их на всех, Юлия Гоголева расскажет. Комплексно будет отремонтировано 29 многоквартирных домов. Где-то заменить фасад, где-то кровлю, где-то лифты. Капремонт 2022 будет непростым. Стоимость стройматериалов выросла в разы. Сейчас главный вопрос – хватит ли 2,5 миллиардов рублей для обновления 166 домов. Пока в среднем на каждый планируют потратить 25 миллионов рублей. В условиях лимита финансирования остро встает вероятность дефицита средств, что чревато невыполнением каких-либо мероприятий программы. Но благодаря внесенным в законодательство поправкам у заказчика появилась возможность менять условия контракта в пределах 25% от исходной суммы, что позволит оперативно реагировать на ценовые изменения. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сокращать объемы программы по капремонту в Казани не планируют. Все
Программы капитального ремонта остаются у нас в силе. Задачи перед городом по-прежнему стоят масштабные. Мы их не снижаем, не уменьшаем. Сейчас важно выбрать надежных подрядчиков, подчеркивает мэр, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, когда капремонт завершали уже зимой. К сожалению, нет пока рецепта, по которому мы можем застраховаться от недобросовестных подрядчиков. И иногда такие у нас случаются. В прошлом году было 2 организации, которые себя проявили не с лучшей стороны, вот, и работы выполняли там, с недостаточным качеством и в ненормативные сроки. Вот, поэтому хотелось бы в этом году избежать этой ситуации. В прошлом году мы в буквальном смысле подпрыгивали от скачка цен. И, к сожалению, некоторые объекты вынужденно перешли на октябрь, даже ноябрь месяц, но тем не менее справились. Эту работу нужно спланировать, внимательно посмотреть сметы, экспертизу и, самое главное, график работ должен быть под пристальным ежедневным нашим контролем. Конкурс на выбор подрядчиков проведут на следующей неделе. Сами работы начнутся в мае. В этом году в рамках капремонта в некоторых казанских домах решат наболевшую проблему. Установят автоматическую систему обнаружения и отключения газа, чтобы избежать трагических происшествий, которых за последние годы было немало. Нововведение коснется 6 казанских домов. Уже точно известно, строительство не будет зависеть от импортных материалов. Уже при разработке проектов будут учитывать этот вопрос и в случае необходимости искать отечественные аналоги. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С начала года в ДРКБ зафиксировали 125 укусов детей животными. Почему в весенний период ситуация может обостриться, читайте в интернет-газете «Реальное время». 30 лет сегодня дипотношениям России и Туркменистана. За это время вырос товарооборот между странами. Сегодня это почти 800 миллионов долларов. На межрегиональном уровне лидером по сотрудничеству является Татарстан. Мы экспортируем каучук, транспорт, оборудование и КАМАЗы. Сегодня в Казани к юбилейной дате приурочили научно-культурный форум. Детали в репортаже. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Крепкие рукопожатия сегодня символ дружбы и дипломатических отношений между двумя государствами – Россией и Туркменистаном. Прошло 30 лет, как было подписано первое соглашение о сотрудничестве в области энергетики, машиностроения и нефтехимии. Сегодня договорно-правовая база двух стран – это 149 соглашений. Республика Татарстан для нас является одной из основных регионов, где мы проявляем себя очень активно. Это КАМАЗ, Татнефть. Мы открыли торговый дом. У нас успешно действует совместная туркмено-татарстанская рабочая группа по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному содействию. Знакомство с культурой Туркменистана здесь началось буквально с первого шага. Вот он, настоящий туркменский ковер. Рядом национальная одежда и, конечно же, инструменты. В прошлом году товарооборот между Россией и Туркменистаном составил 765 миллионов долларов. В эту цифру большой вклад вносит Татарстан. Наша республика экспортирует в Туркменистан транспорт, каучук, оборудование и механические устройства. Именно Туркменистан – один из самых крупных покупателей КАМАЗа в Средней и Центральной Азии. Сегодня парк большегрузов в этой стране более 13 тысяч. Один из них лично протестировал тогда глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Он лично приезжал в Татарстан летом 2019-го. В Ашхабад неоднократно с рабочей поездкой ездил Рустам Миниханов. Как итог, сотрудничество вышло на новый уровень. Предприятия Туркменистана активно сотрудничают с Татнефтью, КВЗ. Только в прошлом году были доставлены 2 вертолета Ми и Ансат. Сферы сотрудничества хотят расширить. Это особенно важно в новых экономических реалиях. Сегодня от имени Фарида Мухамедшина всех присутствующих поздравила Рима Ратникова. За это время накоплен солидный опыт добрососедского сотрудничества по всем направлениям. Наращиваются взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные связи наших государств. Налажены связи между республиками и в сфере образования. В Татарстане сегодня обучаются более 3000 студентов из Туркменистана. Я тоже планирую в этой сфере как-то. И Татарстан к Туркменистану тоже очень близок. У нас там много культуры продвигается тоже татарской. Поэтому хотел воочию увидеть. И вот думаю, если получится в будущем, тоже
буду как-то связан с Татарстаном. Я бы хотела поделиться своими знаниями с людьми, то, как здесь преподают, как они показывают все техники перевода. В Ассамблее народов Татарстана одной из активных общин была туркменская община. Это и жители Татарстана, это и студенты, это аксакалы, это бизнесмены, которые выстраивают отношения между нашими государствами. С началом работы Генконсульства в Казани товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном вырос в 3 раза. Лидеры республик не раз выражали уверенность, цифра будет расти. Алия Хайрудинова, Ленар Худяхметов, ТНВ, Казань. Этим летом в Татарстане откроется военно-исторический лагерь «Страна героев». Это сеть патриотических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом. Программа рассчитана на ребят 12-17 лет. Они проходят военно-тактическую и строевую подготовку, участвуют в поисковых отрядах, изучают военную историю, учатся оказывать первую медпомощь. Это территория настоящих патриотов, которые гордятся историей своей страны, помнят и чтят подвиги предков. В каждом регионе исторический лагерь примет около 1000 детей. В Татарстане он будет работать на базе лагеря Саулык в Набережных Челнах. Участие бесплатное. Анкету на сайте странагероев.рф можно заполнить уже сегодня. Первая смена стартует 7 августа. Военно-исторический лагерь «Страна героев» является очень хорошим, действенным инструментом в воспитании молодежи и детей патриотической направленности и духовных ценностей. Также у нас есть, помимо курса по социальному проектированию, курсы по военной истории. И, что очень важно, у нас в каждой смене 4 направления. Это защитники, это хранители истории, это волонтеры Победы и медиа Победы. Таким образом, мы охватываем все составные части, возможные в воспитании патриотической направленности. В Альметьевске прошел региональный фестиваль детского и юношеского творчества «Страна поющего соловья». Он проходит 25 лет при поддержке компании «Татнефть». За это время музыкальный форум превратился в один из культурных брендов Татарстана. Ежегодно сюда приезжает более 2000 ребят из разных городов Закамья и Юго-Востока. За всю историю фестиваля свои таланты здесь показали более 60 тысяч ребят. Кто стал обладателем гран-при в этом году, знает Филюза Хамидуллина. На сцене лучшие коллективы. Вокальному ансамблю «Бахет» из Азнакаева столько же, сколько и самому фестивалю. 25 лет. Группа трижды становилась обладателем гран-при. Фестиваль, он не только как конкурс для нас, он как школа воспитания, школа воспитания вокального творчества. Мы здесь учимся, мы здесь растем. Это огромная ступень в нашем развитии. Не раз победителем фестиваля становился ансамбль «Мириданцы» из Альметьевска. На юбилейном концерте они стали лучшими в номинации «Хореография». На фестивале «Страна поющего соловья» мы уже с 2012 года. Уже сколько лет, на протяжении 10 лет мы участвуем. За это время уже сотни ребят именно нашего коллектива участвовали, выбрали путь именно по направлению культуры, искусства. «Страна поющего соловья», в отличие от других конкурсов, притягивает своей домашней атмосферой. Тут очень доброжелательный коллектив. Альметьевск, Азнакаево, Леногорск, Бугульма. За 25 лет участниками конкурса стали более 60 тысяч детей. Для компании «Татнефть» одним из ключевых приоритетов социальной политики является развитие культуры и особенно создание условий для наших детей, для молодежи, для их творческого развития, для творческой самореализации. У нас большое количество ребят, которые стали лауреатами, закончили учреждения культуры, стали педагогами. Мы приехали из города Бугульма. В этом конкурсе участвуем уже около 5 лет. В целом этот конкурс дает нам отличные впечатления и хороший опыт. Хореография, коллективный и сольный вокал, инструментальные выступления. В этом году есть и победители в номинации «Художественное слово». Юный чтец из Альметьевска Карим Мисбахов покорил жюри своей харизмой. Занимались мы не так уж и долго. Тут можно забрать себе и подарить другим свои эмоции. В этом году гран-при досталось сразу 6 коллективам. Лучшими признаны хореографические группы «Мириданцы» и «Фристайл» из Альметьевска, вокальный ансамбль «Бахет» из Азнакаева, эстрадно-джазовый Альметьевского музыкального колледжа. Также обладателями главной награды стали Ульяна Девяткина из Заинска и Владислав Виноградов из Леногорска. Филюза Хамидуллина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершение программы кадры из Нижнекамского района, куда прилетели лебеди. Они считаются одними из самых ранних пернатых, возвращающихся с зимовки. 2 белых птиц заметили на реке Зай, которая уже освободилась ото льда. Лечение варикоза без боли, разрезов и госпитализация в Московском сосудистом центре на Закиева. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Город курток. Новинки по старым ценам. Адаратского 4. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Здравствуйте! Температурный фон в республике становится выше, но неустойчивый характер погоды сохраняется. Об этом после полезной информации. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульме, во Влахознакаево днем будет малооблачно, преимущественно без осадков. А вот ночью и утром мокрый снег и дождь. Дневная температура +3. Ночью местами небольшой снег обещают и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Днем без осадков. Ночная температура -2, днем до +2. На дорогах местами очень скользко, будьте предельно внимательны. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши небольшая облачность, днем без существенных осадков. Атмосферное давление будет расти, но погода по-прежнему сырая и неустойчивая. В Арске, в Кукмаре, Балтаси осадки не ожидаются. Ветрено, но тепло. До 2 градусов с плюсом. В Болгаре, Држаном, Буинске днем преимущественно без осадков, станет теплее, тут до +4. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше небольшой снег ночью, а днем синоптики осадков не обещают. Переведите пенсию на карту МИР Акбарсбанка и получите 3000 рублей к пенсионному зачислению. Оформите карту на сайте akbars.ru или в ближайшем отделении. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Доктор Ост. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Успей вылечить суставы до повышения цен. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью -2, а днем +4. Ветер западный, умеренный. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 19 мая 2022 года.